Мы вступили в 2016 год, 23-й год независимой государственности Республики Абхазия. На долю нашего народа выпало много испытаний. И каждый раз мы доказывали, что достойны лучшей участи, заслуживаем уважения к себе. Время идет вперед, открывая не только дополнительные возможности, но и создавая новые вызовы. Скажу прямо, мы оказались в очень непростой ситуации. В послании президента Народному собранию парламенту был сделан очень глубокий аудит всех сторон абхазского национального бытия. Поставлен сложный диагноз. Последствия неэффективной социально-экономической политики последних лет выразились не только в спаде экономики, но и в застое энергии общества. Как выходить из кризисной ситуации? Быть или не быть Абхазией самодостаточным государством? Об этом мы разговаривали с главой республики Раулем Джумковичем Хаджинба в одном из красивейших уголков Абхазии – Мюссере. В своем послании Народному собранию, парламенту Абхазии вы начали со знаменательной фразы «23 года независимой государственности Абхазии». 21-е тысячелетие. Какая это независимость Абхазии сегодня? Каковы ее параметры и каковы перспективы? Ну, я думаю, что все эти годы, они трудно давались для нашей страны. Прохождение через горнило всех этих трудностей – это было экзаменом для нашей страны, для нашего народа. После победы пережить еще значительное количество времени благодатного состояния, потом то признание, которое наступило в результате тех процессов, сложных процессов. Несомненно, все зависит от нашего народа. Все зависит от того, как мы будем строить это государство. У государства должны быть свои ориентиры, свои непоколебимые позиции, которые определяют будущее нашей страны, нашего государства. Да, действительно, в послании говорилось о сбережении. Сбережение означает не просто чего-то сохранить, а именно сберечь тот народ, язык, культуру, самобытность нашего народа. Передать ее в последующем, будущим поколениям. Нет народа без языка, нет народа без культуры. И нам надо научиться, чтобы вот это передавалось из поколения в поколение. Важным другим составляющим является то, что мы должны развиваться. Без развития вряд ли государство состоится. Это аксиом. Мы должны развиваться не за счет тех помощей, которые оказывает Россия, а использовать эту помощь для дальнейшего становления нашего государства. Мы должны сами уже создавать возможности, которые позволят нам состояться. Но вы говорите, должны. Вы уже можете сказать, не должны, а мы уже развиваемся. Вот так трезвый такой, вот такая трезвая оценка может быть. Все-таки уже экономика Абхазии развивается. Вы вот в этом же послании вы произнесли очень удручающую цифру. 2/3 бюджета дотационный, да? Вот, в основном вся социалка, да, идет за счет дотаций из России, да? Вот, перспективы все-таки экономические. Вы знаете, реальные. Они есть, и они неоспоримы никем. Мы даже в самые трудные времена после войны начинали строить свою экономику без какой-либо помощи. И практически государство было воссоздано. Сегодня совершенно другая ситуация, другое отношение к Абхазии. И это позволяет говорить о том, что у нас действительно есть реальная возможность состояться как государство. Социалка развивается с помощью той же России. Мы восстанавливаем детские сады, мы создаем площадки, мы развиваем те возможности, которые необходимы для медицины. Но содержать-то нужно уже научиться самим. Мы должны все эти усилия направить на то, чтобы государство получило бы самодостаточную экономику. Вот у нас на сегодняшний день это можно уже заметить. Мы самим себе доказали. Вот прошлый год мы уже практически перешли на
собственное финансирование отдельных направлений. Это в курортной сфере, по тем же вопросам заработной платы. Мы сегодня можем, если говорить вот таким образом, похвастаться, что судебная система у нас получает сегодня как никто другой, другие направления. Это суммы заработных плат возросли до 60 тысяч рублей. Вы повысили за счет собственных ресурсов. Это собственные зарплату, ресурсы. Да? Вы знаете, может быть, вам интересно будет мое мнение вот стороннего наблюдателя, который периодически бывает в Абхазии. И первые мои вот такие впечатления приездов еще совсем недавно, даже вот 2 года назад, немножко удрученное состояние было. Знаете, все-таки вот эти еще разрушенных много домов, еще какое-то такое, знаете, немножко не совсем живой город, как бы, знаете, какая-то необыкновенная атмосфера. Ты еще понимаешь, что здесь еще не все зажило полноценной жизнью, вот интуитивно как-то. Вот сегодня, вот мой приезд сюда, это уже другая картина. Вот видно, что уже много строится чего-то, что-то кипит. Поэтому инвестор, это же, наверное, самое главное для вас, да? Как его сюда, идет ли он сюда, и чем его заманить сюда, и что вы для этого делаете? Вы знаете, самое важное все-таки, наверное, это защитить эти инвестиции. Не просто на словах, а реальными нашими законами создать условия для того, чтобы человек, который приходит с инвестициями, был бы гарантирован возможностью развиться здесь, на этой территории. И в случае каких-либо ситуаций непредвиденных или связанных с какими-то либо процессами, он мог бы гарантированно получить возможность вернуть то, что он вложил в Абхазию. Я думаю, что это многих подвигло бы на многие процессы, которые связаны с развитием экономики. Но защитить это как? Защитить от чиновничества, наверное, от бюрократии, не только от поборов. чиновничества. Есть вопросы, связанные с тем, чтобы те же налоговые преференции, которые позволили бы совершенно по-другому, могли бы люди воспринимать готовность Абхазии сотрудничать с инвесторами. Я, насколько знаю, буквально вчера, позавчера, практически руководство Казахстана пошло на то, что в течение 10 лет дает возможности инвесторам не платить налоги. То есть это преференция, которая позволяет свободно идти в Казахстан. Я думаю, что и нам нужно продумывать вопросы, которые позволили бы нам совершенно по-другому относиться к инвесторам. Но Казахстан может себе позволить такие преференции? Все-таки у него мощная экономика здесь. Да, но и нам нужно думать и ждать. А какие у вас все-таки, вы как продумываете, какую защиту, конкретно, реально? Может, нас будет смотреть инвестор, скажет, пойду в Абхазию? Я был бы рад, и если, конечно, и парламент, и все согласятся с этой позицией, даже на, предположим, определенный период дать возможности без каких-либо налоговых отчислений впустить инвесторов. Это очень дерзкая задумка. Я предполагаю, что нам сидеть и ждать, что само собой реализуется какая-либо задача, это неверная позиция. Это очень Мы дерзкая уже давно, задумка, как говорится, и, наверное, сидим на этих, да? как говорится, позициях не дать чего-то, не разрешить кому-то что-то. Наоборот, сегодня уже нужно быть готовым к тому, чтобы открыться. Открыться для того, чтобы сохранить как раз-таки страну и сохранить этот народ. А вы уже ставили вопрос такой перед парламентом? Мы проговариваем эти вопросы, мы проговариваем о налоговых, совершенно других процессах. И количество тех же налогов снизить до самого минимума. И я думаю, что как раз-таки руководство и комитета по экономическим вопросам парламента готово обсуждать эти вопросы. И есть позитивная реакция, во всяком случае, людей, имеющих к этому процессу отношения. Рауль Жумович, но здесь обязательно возникнет вопрос земли, наверное. Инвестор, может быть, захочет что-то делать с землей, на земле. Это такое табу для Абхазии, все-таки вопрос земли, это судьбоносно. Что с этим? Мы можем говорить о длительной аренде земли. Никто не собирается оспаривать у инвестора эти возможности, если он действительно реально работает. 49 лет – это фактически тот срок, который практически можно заключить с Абхазией в случае таких арендных отношений. За 49 лет значительное время проходит и меняются ситуации. Как сложится дальше, наверное, все-таки покажет время. И думаю, что в зависимости от того, насколько инвестор
реально вложатся в экономику Абхазии, будут создаваться и те возможности, которые позволят совершенно по-другому к нему относиться. Но земля – это не объект купли-продаж. Мы маленькое государство, и так вот, как некоторые предлагают, растрачивать эти возможности, предполагая, что это нам в будущем создаст какие-то положительные какие-то процессы. Я очень сомневаюсь в этом. Земля – это то, ради чего мы погибали. А вот сейчас предыдущее руководство удалось сохранить землю или есть случаи все-таки распродажи или нет? Нет, как таковой распродажи нет, она не может быть. У нас в Конституции определена эта ситуация. Но есть скрытая продажа. Продавая объект, фактически продается и земля. Но это нужно доносить до людей. Никак не может земля быть продана. Это собственность государства. А все остальное, что на этой земле находится, может быть куплено, может взято в аренду. Вы, слава богу, определяете сами свои приоритеты в Абхазии. Каковы все-таки экономические приоритеты? Все-таки вот я слышала о разработке неких полезных ископаемых, нефть. Все-таки вы для себя видите несколько важных направлений развития экономики Абхазии? Мы открыто говорим о своих приоритетах, и наиболее важным для нашей страны является все-таки курортная сфера. Мы были и в советское время республикой, в которой вот это направление было главенствующим. Конечно, рядом с ним присутствует и сельское хозяйство. Нам хочется действительно сделать так, чтобы вот курорты и туристы, которые к нам приезжают, были бы обеспечены нашим именно продуктом. Этого будет достаточно для того, чтобы привлечь сюда людей. Судя по тому, что происходит после войны, практически на территории Абхазии нет никаких производств, которые бы нарушали экологический баланс. Нам самим нужно вот этот процесс сохранить теперь. Да. Нас никто не привязывает к каким-либо производственным каким-то делам за пределами Абхазии. Курортная сфера – это то, ради чего сюда к нам приезжают люди. Иногда даже диву даешься. Отсутствие, предположим, того же сервиса, возможностей совершенно вот таких же, как на территории вот Сочи, Адлера. Все равно люди едут. Едут, несмотря на даже те же трудности, которые есть на переходе между Россией и Абхазией. Но есть желание, наверное, все-таки ностальгическая такая вот, знаете, вот ситуация, связанная с тем, что Абхазия вот привлекает людей. Мы были одним когда-то общим государством. И сегодня, я часто повторяю, мы не собираемся конкурировать с Крымом, не собираемся конкурировать с теми же нашими соседями. У нас есть что предложить людям. И это предложение притягивает. Вы знаете, вот жалко, что наши телезрители не могут почувствовать запах этот, которым мы сейчас дышим, особенно когда к Мюссере подъезжаешь, а мы сейчас с вами разговариваем в этом благодатном красивом уголке под названием Мюссера. И когда мы ехали сюда, этот необыкновенный, это какой-то бальнеологический кусочек, наверное, был вот в лесу. Поэтому, если Абхазия сумеет передать самое главное достояние, это вот, конечно, природа, которая есть, да, наверное, поток туристов усилится, безусловно. Наверное, может быть, еще недостаточно идет вот такой, какие-то брендовые проекты, да, раскрутка курортов, как вы считаете? Вот что-то в этом смысле заложено для того, чтобы... Ведь есть молодое поколение, которое советской Абхазии не помнит. Это еще ностальгически старые люди едут. Ну, я надеюсь на то, что как раз-таки вот и тоже старшее поколение, которое приезжало и приезжает сегодня, передает информацию и молодым. И поэтому здесь можно увидеть разную возрастную группу туристов. Особенно даже вот в летний период люди практически, даже рискуя, идут на то, что идут через перевалы, ходят по маршрутам неизведанным, и это в основном молодые люди. Да. Диву даешься, когда видишь люди, которые небольшими группами посещают и Кадорское ущелье, бывают в таких местах, где практически трудно увидеть даже местного человека. Но это имеет
быть уже, как бы, и хотелось бы, чтобы это вот поддерживалось бы государством. Судя по обилию вот этих передач туристических, да, мир тянет в неизведанные зоны. Вот то, что вы сейчас говорите, Ну, да? да, как Нет раз. комфорта, а как раз вот путешествуют в менее комфортных, да, там. Экстремальный туризм как Экстремальный раз таки, туризм, по-моему, да, больше да. тянет людей, чем Да. к каким-то комфортным условиям. Да, Абхазия полна, конечно, таких уголков. И, знаете, немножко, так сказать, еще говоря все-таки об экономической и политической ситуации в Абхазии, давайте немножечко поговорим о той конституционной реформе, которую вы затеяли. Она достаточно глобальная. И когда я вот прочла в послании основные ее параметры, знаете, такое ощущение, что вам приходится перестраивать эту всю систему сверху донизу. Это что, неработающая управленческая система? С чем было связано вот желание такую конституционную реформу провести? Конституция не может быть такой, понимаете, неизменяемой, вот сложившейся какой-то массой бумаг или, как говорят, священной коровы. Но, во всяком случае, на сегодняшний день есть потребность в этом как раз-таки процессе. Но и расширять эти вот реформы до беспредельных каких-то размеров, я думаю, опасно для нашего государства. Но вот именно вопросы, связанные с судебной системой, которую мы уже реализовали, сейчас буквально вот до конца этого года нужно создавать нам конституционный суд. Вопросы То есть его не было конституционного Его не было. суда? Вы создаете Мы практически его с уже нуля. создали фактически по нашим уже материалам, по нашим законам, он уже фактически есть. Его уже просто на деле нужно реализовать. И это один шаг. Вопросы, связанные с перераспределением полномочий, формированием парламента, это следующий этап. Ваше практически ноу-хау как политика, вы создаете Конституционный суд. Его не было в Абхазии. Не было. Это действительно очень существенный институт, который будет держать на плаву всю политическую респектабельность республики. Далее, управленческая реформа, да? Что здесь? Те полномочия, которые есть у президента и у парламента, Так. а президент, возглавляя исполнительную власть, обладает определенными, достаточно широкими полномочиями. Хотелось бы, чтобы вот не было того дисбаланса, который вызывает определенные, словопрения, будем пока говорить, в нашем обществе, дискуссии. Поэтому мы пошли на то, чтобы какие-то хотя бы полномочия расширить парламента. В вопросах утверждения, предположим, кандидатуры премьера, кабинета министров. Так, а что, до сих пор парламент не утверждал кандидатуру? конечно. премьера? Это было Это такое волюнтаристское задача решение президента. первого лица. Это не волюнтаристское решение, это положение наших законов Ну и да, Конституции. но они были подстроены, видимо, так сказать, да, под первое лицо, которое вот назначает. Теперь вам придется представлять премьера на утверждение парламента. Я думаю, что это будет полезно. Когда-то нам надо решиться на этот шаг, потому что все-таки широкий круг полномочий не всегда эффективно сказывается на управленческой деятельности. Рауль Джимович, но это на самом деле такой, знаете, это камикадзе. Вы подрубаете сук, на котором сидите. Вы ограничиваете свою власть, так понимаю, президента. Я думаю, что у президента достаточно полномочий для того, чтобы влиять на все и внутренние, и внешние процессы. Значит, вы отдаете парламенту утверждение премьер-министра. Так, Ну, пока мы еще не дали, но Ну, пока надеемся вы на то, что Я думаю, будет что парламент поддержка. не откажется от таких Ну, полномочий. я надеюсь на то, что общество это должно принять, а парламент уже дальше будет потом продолжать, как говорится, работать. в такого рода. еще, что вы задумали? Ну, вопросы, связанные с тем, что формирование парламента, самого парламента. Ну, мы говорим о необходимости смешанной системы. Так. Но пока, к сожалению, это очень сложный процесс. Что значит смешанная система? Давайте Это объясним участие в немножко. парламенте Так, одномандатники, политических сил, да, и партий. формируемых за счет политических сил, партийных организаций, структур, которые есть в Абхазии. И вопросы, связанные с возможностью участия в этих выборах, в этих процессах одномандатников. Так, а до сих пор как парламент формировался в У нас Абхазии? практически одномандатники. Одномандатники. То есть вы расширяете статус и полномочия партии. Да. А вы не боитесь, что их такое количество появится в Абхазии? Их уже столько появилось, что я думаю, хватит ли электората в Абхазии на все партии? Ну, я часто говорю, у нас 10 человек, а партий 20. Это Да. тоже опасный, как говорится, процесс. Но верится в то, что все-таки мы придем через опыт, который все-таки должен быть
у абхазского народа через эти трудности к тому, что будут наиболее сильные партии. Их не должно быть там больше 2-3, и они должны определять политику вот в дальнейшем всей нашей деятельности, нашего государства. Значит, вы, собственно, если так обобщить, вы идете на некую такую сознательную демократизацию всех процессов, да? Большую публичность, большее участие, втягивание, так сказать, общества, народа, да, хотя в Абхазии достаточное количество общественных организаций и общественных партий. К некоторым у меня, насколько я вот с чем-то познакомилась, есть, конечно, свои вопросы. Ну, наверное, это издержки роста, так скажем, да? Демократия у нас немеренного объема. Немерено, да? Вообще вы являетесь частью горского мира, да? Несмотря на то, что вы самостоятельное государство, частью горского кавказского мира, который славится, я об этом неоднократно пишу в статьях, своей особой горской демократией. Я, когда бываю в Дагестане, я очень хорошо знаю эту республику, обожаю ее своей жизненной такой вот силой. Там каждый, значит, сам себе, значит, имам Шамиль, и каждый себе Хаджи Мурат. Причем, так сказать, каждый там второй имам, а каждый четвертый Хаджи Мурат. Там имам Шамиль. Это потрясающе. У адыгов есть пословица очень интересная. Папа ее любил повторять. Он был хороший очень руководитель. Будешь первым за моим плечом. Потому что все были директора в совхозе, где он руководил. Вам с этим тоже приходится сталкиваться. Скажите, а как вы справляетесь? Еще вы собираетесь усилить эту вольницу? Как вы вот в этой политическом таком плюрализме, гиперплюрализме, как вам удается маневрировать между этими силами? И вы совсем недавно тоже из этой вольницы, на самом деле, да, когда вы не были президентом, вы же тоже участвовали активно в процессах и не уходили из политики. Вот, наверное, горская демократия позволяла вам это делать. Как вы справляетесь? Я думаю, что вот если применительно к нашей той вольнице, о которой вы говорили, кавказской, дух вот как раз-таки свободы, дух вот, готовности к тому, чтобы обсуждать даже самые сложные вопросы, присутствует в каждом из нашем человеке. Нельзя это воспринимать как противоречивые какие-то процессы в нашей маленькой стране. У каждого есть возможность выговориться, озвучить свою позицию. Главное, чтобы это не создавало проблем самому государству. Да, есть сложные процессы. Наверное, все-таки вот, зачастую мы перестаем друг друга понимать, и это приводит к тому, что возникают определенные сложные процессы. Процессы были такие и в 2004 году. Слава Богу, мы ушли от этого накала страстей. Они были и позже, были и в 2014 году, но все-таки наши люди не переходят вот этой грани, вот этой черты. Вот внутренний дух, внутренняя сила заставляет нас все-таки останавливаться на пороге вот этого очень жесткого, может, даже и конфликта. Никто, кроме нас, лучше не поймет, кто бы ни был в качестве арбитра здесь. Я думаю, что постепенно мы придем к тому, что все-таки развитие и экономики, и социальной сферы позволит в меньшей степени политизировать многие вопросы. Ну да. Снимет этот пафос и экстаз такой, значит, это самое партийный. Вы на самом деле ведь все птенцы гнезда Владислава Арцинга, да? Ведь еще совсем, вот вы сказали, 23 года государственности, в основе которой положена была страшная война. Страшная война, которую раны еще не залечены, память свежа. И все вы были, все настоящие мужчины были там. Потом мирная политика вас разъединила, какие-то платформы. Кто-то был с одной командой, кто-то с другой, менялись президенты. Скажите, как быть политику, который пришел к власти, как быть предыдущей командой, которая уходит, да? Очень многих вас связывает между собой дружба. Как быть в условиях республики, где все повязаны родственными связями, друзьями, фамилиями своих, жены, рода. Мы же Кавказ. Как вы решились на эти очень радикальные реформы? Вы не боитесь количества врагов? И как с этим справляться политику, которая приходит? Да, это тяжело, конечно, но я надеюсь на то, что все-таки люди должны осознавать необходимость этих процессов. Да, война породила многое, вот, то, что было неприемлемо для нашего общества. Но в какой-то степени я не могу сказать, что какая-то жесткость в наших людях появилась. Мы все равно относимся к друг другу с сочувствием, но мы как-то
быстро забыли, что война – это не самое лучшее действие. И война порождает в человеке вот те качества, которые не совсем применимы к мирной жизни. И это сказывалось и после войны, это сказывается и сегодня. Надеюсь на то, что как раз-таки мы этот путь пройдем. И действительно, вот вы заметили, многие те, кто был в политике и кто остается в ней, при всех сложностях наших взаимоотношений мы пытаемся не переходить грань дозволенного хаской сущностью, именно теми нитями, которыми мы все равно связаны. Все равно нам завтра придется сидеть где-то за столом, говорить красивые фразы, говорить добрые слова. Это понимание присутствует. И оно как бы является тем рычагом, который позволяет не переходить эту грань. То, что, наверное, все-таки нас каким-то образом еще охраняет от всякого рода сложных процессов. Значит, вот тогда, завершая, может быть, тему реформы в нашей беседе, смотрите, вы говорите о коррупции очень жестко, да, и на встречах с общественностью она присутствует. Для меня, вот скажу вам честно, коррупция, она вся, у нас пронизана вся страна коррупцией, да. В Москве это коррупция просто как образ жизни. Но для Абхазии, вот когда говорится Абхазия и коррупционер абхазский, и когда говорится, что здесь людям не за что лечить ребенка, нечего кушать, а здесь сытый, с домом, со статуями, простите, и на бронированном Мерседесе, вот для Абхазии это такая аномалия, вот для меня. Опять-таки, возвращаясь к этой теме вот братских могил, которым вы носите венки, и не только раз в год. И еще все тела не опознаны, да, которые полегли за родину. И еще матери плачут. Это не пафос, это не патетика, это реальность. И когда это Абхазия, страна, которая строится на вот этой основе, да, на крови и на горе, и когда здесь начинается расслоение, и когда человек ворует у своего народа, это гиперкощунственно. Вот абхазский коррупционер для меня – это какой-то особый, совершенно, знаете, какой-то, ну, сатанинский тип, вот противоестественный, потому что нельзя вот воровать в Абхазии, просто нельзя. Понимая, что были годы, когда она карабкалась из последних сил. Я видела эти, и вы, Господи, что вам рассказываете, народ, который нас слышит, видели эти тележки старушек с этими мандаринами, чтобы на хлеб, да? Это недопустимо. Социальное расслоение и воровство в Абхазии, это просто, знаете, наверное, его как в Китае нужно судить. Вам придется с этим бороться. И судя по тому, что вы это решительно заявляете, я не знаю, как у вас это получится, честно сказать, но вот коррупция и налоги, которые вы сегодня заявили как, собственно, реформу, да, налоги, вы меняете налогообложение. Как будете справляться с этим? Вы так глупо задавайте человеку, который объявил это своей политической платформой, ну, справитесь, Рауль Жумович, справитесь? Вы со знаете, страхом спрашиваю. Я не сомневаюсь в том, что мы справимся с этой ситуацией. Коррупция не должна становиться образом жизни нашего государства. Да, она присутствует, да, она есть. И говорить о том, что мы ее основательно уберем, было бы, наверное, неверно. Но нужно стараться до минимума довести вот эту ситуацию. Она присутствует во всех чиновничьих структурах, к сожалению. И вы, наверное, знаете, кто и как. От мелкого коррупционера до самого большого. Честно скажите, вы знаете, кто и сколько? Вы честно скажите. Вы знаете, мы даже пофамильно знаем и называем их. Должна быть соответствующая работа. И работа, которая вернет эти похищенные средства народу. Не стоит самоцель обязательно посадить человека. Но прецеденты недопущения такого процесса в будущем должны быть созданы. И люди должны знать, что мы, еще раз говорю, небольшое государство, у которого на сегодняшний день не самые большие возможности, но они есть. И зачем мы должны отдавать кому-то эти возможности? Почему не общество, не народ должен получить все те причитающиеся ему богатства? Пусть это будет немного,
но это будет позволять нам развиваться и становиться на ноги. Я желаю вам, конечно, удачи в этом начинании и очень хочу, чтобы у вас это получилось. Но вы человек старой закалки, вы прошли и силовой блок, и политический, и гражданский. Я думаю, что вы как-то справитесь с этим. Вот теперь, знаете, вы все-таки, в отличие от многих, я все время провожу эти параллели, хотя вы остаетесь частью, таким форпостом Южным Кавказского мира, Кавказского дома, но вы все-таки вот решаете многие вопросы самостоятельно. И тем не менее, ваша зависимость от Российской Федерации, как от партнера, как от, значит, она остается велика. И в 215 году эти отношения, которые, собственно, длились долго, значит, были оформлены в виде договора, да, о российско... Ратифицированный. Да, ратифицирован договор, да. Это вступило в некий уже официальный статус. Что принесло это, что нового принесло это взаимоотношения Абхазии и России? Я бы не ставил бы так вопрос, что Абхазия зависима от России. Просто мы небольшое государство. И у нас нет всех тех возможностей, которые позволили бы нам развиваться так, как мы действительно хотим. Вопросы, связанные с обороной, вопросы, связанные с обеспечением безопасности на границе. Все это требует определенных усилий, которых, к сожалению, я еще раз говорю, у нас пока нет. И поэтому мы подписали соответствующие документы, которые позволяют вот именно российской стороне обеспечивать вопросы безопасности. Для нас это выгодное положение дел. И мы те ресурсы, которые у нас есть, перенаправляем на другие направления. Нам дает это возможность развиваться. Давайте конкретизируем вот этот пункт, который сейчас вы озвучили. Значит, вопросы безопасности. Видимо, речь идет о базе, которая здесь стоит, военной, да? Давайте немножко вокруг мы все-таки проясним сюжеты, потому что есть некие вопросы к этому, да? И вот недавнее заявление мэра Сухума, значит, которое было потом дезавуировано МИДом в прессе, о том, что, значит, мы дали России базу, и она должна нас за это очень сильно содержать и платить. Насколько Россия обязана Абхазии или Абхазия России? И Россия здесь обеспечивает безопасность не только Абхазии, и своих рубежей. И Абхазия от этого получает выгоду, которую я только что пытался разъяснить. Я надеюсь на то, что понимание таковое есть у нашего большинства народа. Да, каждый видит и каждый волен рассуждать. Но это не означает, что так может быть. Когда-то, идя на подписание большого договора, было принято решение таким образом, чтобы сложились вот отношения России и Абхазии. И сегодня, вот я думаю, что вот эти отношения дают определенный результат для того, чтобы Абхазия состоялась. Если завтра что-то в жизни нашей поменяется, наверное, мы сумеем договориться с Россией о, возможно, новых каких-то отношениях. Но нам сегодня пока вот кажется так, это было правильно, и это пока дает нам возможности состояться как государство. Коль скоро это очень партнерские отношения с Россией в Абхазии, и практически половина, ну, наверное, не половина, больше половины абхазцев имеют российские паспорта, следовательно, могут претендовать на звание гражданин России. Когда я пересекаю каждый раз этот пограничный пункт на Псоу, знаете, я чувствую себя каким-то пигмеем, во-первых, униженным. Во-вторых, я вижу, как там туристы несчастные выстраиваются в какой-то загон. Почему нельзя пограничнику зайти в автобус, проверить российских, русских людей, благословить их в Абхазию на туристическую поездку? Почему детей нужно мучить с воплями в этой жаре? Почему люди должны там терять сознание? Почему эти несчастные тележки с мандаринами нужно трясти, проверять? Это, наверное, видимо, вообще специфика погранпоста. Но здесь, между Абхазией и Россией, скажите, как вы вообще, я понимаю, что вы по-другому проезжаете, но все-таки это затрудняет туристическое, экономическое, провоз товаров, которые все везутся оттуда? И если вы говорили об этом, есть ли какие-то перспективы на улучшение? Да, действительно, есть проблемы, и проблемы достаточно серьезные, но за последнее время вот эта ситуация, вот этой сложной проблемы перехода границы снимается постепенно. Вот в прошлом году на границе практически прошло порядка более 3 с лишним миллионов человек. И ежедневное количество людей, проходивших на границу, возрастало до 56 тысяч человек.
Это не просто пропустить такое количество людей и Вы туда, знаете, и в обратном направлении. Они же прошли 3 миллиона. Как они прошли? Вот вопрос. Ну, вот в том-то и Наверное, дело, так, что как мы я как раз-таки обрисовала, и да. ставили эти вопросы и перед руководством России. Есть определенные вот уже готовности к тому, чтобы снять проблему границы. К сожалению, и здесь у нас иногда не понимают. Вопрос границы как-то увязывается напрямую с нашей независимостью. Есть опасения наших людей о том, что если не будет границы, то мы становимся, мол, якобы частью Российской Федерации. На самом деле мы знаем те примеры взаимоотношений от стран Европы. Практически отсутствуют границы, люди ездят спокойно и общаются между собой. Да, Мы бы тоже практически могли бы прийти к этому решению. И российская сторона готова к этому процессу. Ну, значит, и мы есть должны шанс. потихоньку понять, что вопрос границы – это не вопрос независимости. Независимость есть, и никто нас ее лишить не может. Но если мы хотим развиваться, если мы хотим действительно создать условия для нашего народа, для бизнеса, нужно снимать эти препоны. И оно позволит совершенно по-другому потом уже Ну, то есть готовность понимать. есть, вы разговаривали, и есть шанс, что все-таки это будет по-европейски мы будем проходить эту Во всяком границу. случае, к этому стремимся. И тогда уже касаясь границы, понятно, что Абхазия практически завозит все из Краснодарского края, вообще из большой России. Это, с одной стороны, это некое дает вам возможность контроля над всеми ввозами, опять-таки в налоговой политике нет, контролировать вот ситуацию. И вот здесь вы меняете налоговую систему обложения, да? Почему и как принципиально? Что это? Ну, во всяком случае, у нас подписано соглашение о беспошлинной торговле, что позволяет нам как раз-таки товары российского производства завозить без оплаты каких-либо платежей. Точно так же и наши товары. Но это не снимает всех проблем. У нас есть сложности, которые все равно присутствуют в нашей жизни. Есть выпадение из бюджета тех сумм, которые когда-то мы получали вот в этом процессе. Поэтому нужно искать дополнительные средства, дополнительные объемы вот каких-то возможностей, которые позволили бы нам перекрыть вот эти все недопоступления. Поэтому мы проводим и ту реформу налоговой системы, вопросы, связанные с той же границей по Грузии. Мы говорим о том, что у нас нет никаких экономических отношений с Грузией, но при этом торговля в этом направлении все равно имеет место. Нужно достаточно жестко заявлять о том, что все-таки граница, она есть, и должны быть инструментарии, которые позволят четко выделить, что она, вот эта граница существует. Раз проводятся те или иные операции, которые, как говорится, присутствуют на границе, то значит мы, как государство, должны получать от этого тоже определенные дивиденды, а не просто люди, которые занимаются вот незаконным бизнесом и получают дополнительные средства, демпингуют на рынке. Вот это все должно быть установлено. А вот раз вы уже заговорили о Грузии, смотрите, значит, у вас, конечно, главное в Абхазии, мне очень хочется говорить у нас. Ну, у вас в Абхазии главная граница это с Россией по ПСОУ, есть вот это побережье Черного моря, где Турция, да, и, наверное, может быть, вот ограничен ли, стали ли у вас сложнее отношения с Турцией после того, при наличии той большой диаспоры там, после осложнения отношений российско-турецких. И по части Грузии, вот вы сейчас уже упомянули, что все-таки существуют контакты. Хотим мы или не хотим, придется когда-то с соседом восстанавливать эти отношения, если это в планах вообще, и как это может быть? Ну, я начну с Турции. У нас с Турцией не было никогда ни особых каких-либо отношений. Просто турецкая сторона сквозь пальцы смотрела на наши экономические вот, отношения, которые складывались еще после войны. И мы благодарны за это и турецкой стороне, людям, которые занимались бизнесом с той стороны. Ну и в конечном итоге даже те процессы, которые сейчас имеют во взаимоотношениях с Россией, никак не сказались бы на наших отношениях с нашей диаспорой, проживающей там. Это было четко заявлено и российской стороной. Люди ездят, люди приезжают, занимаются своими делами, связанные с тем же бизнесом. Никак это не могло бы повлиять. Турецкая сторона не готова признавать Абхазию пока. И это, наверное, не самый простой процесс будет. Не готова, да? Конечно, нет. Но что касается, я еще раз говорю, экономических вот этих вот процессов, они не поставлены на уровень государственных взаимоотношений. Это частный бизнес, это люди, которые
ездят, покупают товары. Как-то это было и в советское время. И, есть определенные, как говорится, отношения, которые уже сложились в взаимоотношениях наших людей, живших тогда-то в свое время в Турции, но и вернувшихся здесь, создавших свой бизнес, ездят, обеспечивают свой бизнес какими-то товарами. Что касается Грузии, да, действительно, живем мы рядом. Нам никуда не деться от присутствия грузинской стороны, и они от нас никуда не смогут уйти. Поэтому в любом случае, конечно, процесс выстраивания отношений, он необходим. Но для того, чтобы пойти по этому пути, нужно сперва признать одну из сторон как, возможно, друга, партнера. Но, к сожалению, грузинская сторона за все это время не подписала документа о неприменении силы, о нашем признании. Да, мы встречаемся на женевских площадках. Мы говорим о каких-то гуманитарных проблемах, но большего достичь пока мы не смогли. Мы не набиваемся в Грузию, как говорится, опять в качестве друзей или партнеров. Но и Грузия должна понять, что у нее другого выхода нет. Мы присутствуем рядом. И да, у нас есть значительная часть людей, проживающих в Галском районе. Они ездят в Грузию, возвращаются. Не хочу обижать государство грузинское, но, конечно, наверное, ее умонастроение элиты, наверное, будут зависеть от того, насколько Европа и мир, да, как отнесется и как признает Абхазию. Конкретно недавно у вас футбольный состоялся мировой турнир непризнанных государств. Как бы это ни воспринимать, спорт — это всегда политика, да? Виват, конечно, вашей замечательной команде, ребят, которые победили. И, конечно, это был очень шаг большой, когда сюда съехались люди с одинаковыми проблемами государства. Насколько это для вас был еще один шаг к деизоляции Абхазии, насколько этот футбольный турнир был политическим? Вы знаете, я пытаюсь донести до всех, с кем мне приходится за последнее время говорить, это был не чемпионат непризнанных государств. Это чемпионат как раз-таки государств, которые в большинстве своем признаны. Корейцы из Японии, Япония признанные государства. Италия, Венгрия, Кипр. Во всяком случае, я думаю, что многие из них, конечно, хотели бы, наверное, каких-то еще своих собственных каких-то достижений. Но они живут в признанных государствах. Если им не было бы разрешено приехать, то они вряд ли бы здесь оказались. Да, это тоже тот процесс деизоляции. Да, через спорт. Мы показали всему миру, что мы открыты, мы готовы говорить, сотрудничать со всеми. Те, кто хочет действительно реально общаться с нами. Но мы насильно, как говорится, милы не будем. Но при этом пытаемся показать, что мы цивилизованное общество. И как раз-таки футбол показал это. Это часть той политики, которая, во всяком случае, присутствует даже в этом спорте виде. Будет это другой даже, если был бы вид спорта. Но через футбол мы показали, чего стоит Абхазия. Даже те же журналисты, которые приезжали и спрашивали нас, говорили о том, что что вы ждете от этого. Откровенно говоря, мы ждем одного. Чтобы об Абхазии говорили больше. Пусть даже в негативном свете. Но они вынуждены говорить о том, что есть Абхазия, есть народ, есть готовность Абхазии проводить такого рода мероприятия, готовность общаться с миром. Все равно это дойдет до кого-то, достучимся до каких-то сердец. Знаете, очень жалко, что информационно все-таки не было той достойного информационного сопровождения. И очень грустно, что в российских СМИ это событие на самом деле очень знаковое, очень масштабное и глобальное для Абхазии. Прошло как-то очень незамеченно. Вы задали очень амбициозную планку такую в реконструкции сегодня многих институтов абхазской государственности. И без мягкой силы не обойтись, конечно, без культуры, без науки, без СМИ. Насколько вы оцениваете их участие, этих больших сегментов жизни нации? Знаете, мы ведь говорим о культуре не просто как о песнях и плясках, почему-то культура именно так воспринимается, да? Ведь сегодня в глобальном мире культура является таким же эффективным сегментом экономики, который на самом деле вытаскивает многие государства. Насколько Абхазия успешна в этом и перспективы? Вы продумываете эти сегменты ваши как такой бренд Абхазии? Несомненно, и это тоже должно быть, и оно должно получать развитие. У нас есть
через кого передать и через кого остальные народы мира могли бы увидеть и услышать об Абхазии. Не просто как о стране, которая какая-то далеко находящаяся от каких-то других государств. Но у нас есть посланники. И это достаточно известные люди. Фазиль Искандер, Баграт Шингуба, Алексей Говуа, Мушни Ласурия, Хибла Герзмава, Алиса Гицпа, наши спортсмены, которые, да, сегодня выступают под флагами России. Но разве это не стоит того, чтобы вот наши ребята могли бы под нашим флагом уже в последующие годы выступать за Абхазию? В любом случае это дает определенный информационный прорыв. Вы все-таки для нас, для Северного Кавказа, очень важный такой, знаете, вот лайнер такой атлантический, хотя вы на Черном море. Абхазия обладает более значительным потенциалом. Это я вам не реверанс говорю, вы сейчас сами перечислили. Вот недавно прошедший фестиваль с замечательным названием «Стоянка человека» Фазиля Искандера, который не абхазское достояние. В этом ваша некая фишка такая, в отличие от многих наших республик. Но пора создавать некие собственные культурные продукты, цивилизационные, с которыми вы выйдете в открытый мир. Вот есть такие задумки? Может быть, какой-то мозговой штурм нашей интеллектуальной элиты абхазской? И подумать, может быть, вы можете стать той площадкой сегодня для всего Кавказского дома, таким родосом абхазским, для выработки нашего общего корабля «Кавказский дом» в глобализацию, в мир. Вот как вы, как экономист и политик, к этому относитесь? Как? Ну, во всяком случае, я думаю, что у нас такая возможность реально присутствует, и мы готовимся к такого рода мероприятиям. Попытаться выстроить не просто отношения с республиками Северного Кавказа, а построить отношения, которые были бы очень тесно связаны, тесно взаимосплетены. И говорить нужно здесь и о культуре, и о экономике. Тем более, что взаимный интерес присутствует. И он нескончаем. Если бы не было бы вот этого взаимного интереса, не было бы этого сплетения, вряд ли в начале войны вот те процессы, которые были очень сложны для Абхазии, могли бы разрешиться так, если бы не было бы наших братьев Северного Кавказа рядом с нами. Вот это поднимало дух, это создавало условия для того, чтобы мы выжили. Вот сегодня, вот в мирных условиях, вот как раз-таки не нацеливаясь на какие-то глобальные вот эти вот встряски, а именно создать условия для того, чтобы мы развивались все вместе. Тем более, я еще раз говорю, море позволяет многие экономические вопросы решать. Тем более, что интерес к Абхазии достаточно высок. И те же маршруты, о которых мы говорим, те же дороги, которые должны нас связать еще дополнительными узами. Многие эти темы будут, я думаю, интересны для Северного Кавказа. Вот как раз-таки здесь мы, в Абхазии, могли бы многие эти вопросы обсуждать, да, решать вместе. Я вам точно говорю, что северокавказские интеллектуалы, и наш фестиваль Кунайки, и наша общественная организация «Кавказский дом», и журналисты, и деятели культуры, вот я точно знаю, что с удовольствием примут ваше приглашение, и вместе здесь мы попытаемся создать свой кавказский родос, такую диалоговую цивилизационную площадку, потому что интеллектуального ресурса не занимать Абхазии, исторического плацдарма не занимать. И вот здесь вы сказали о том, что Северный Кавказ остается для вас родиной тех народов, которые пришли в трудную минуту. И вы объехали республики, да, вы попытались, потому что был какой-то период такого, знаете, разрыва вот в политической элите. Вы попытались восстановить эти контакты? Вы знаете, мне особого труда не составило это сделать, потому что все-таки не я определяю, а определяют наши народы эти отношения. Наши руководители, если даже, предположим, и там не захотят этих отношений, люди все равно ездят, наши коллективы, наши спортсмены. В целом всегда это общение было. Но когда это делают руководители, вы понимаете, это все-таки имеет большое значение. За ними тянутся потом все остальные. И вот наше пребывание на Северном Кавказе, будь это в Адыгее, в Кабардино-Балкарии, сподвигло людей к новым отношениям, к новым вот этим вот процессам. И это доставляет, честно говоря, большое удовольствие, что мы не должны забывать друг друга. Мы должны наращивать эти вот возможности
И вот я видел глаза ребят, глаза людей, которые вот говорили о том, что, мол, ребят, не уходите с поля. Вот этого общения. Возвращайтесь, давайте говорить на одном языке. Хотя, я еще раз говорю, были времена, когда мы, честно говоря, упустили многое. Рауль Джумкович, вы часто произносите вот в ваших речах, ну, по крайней мере, то время, что я здесь в Абхазии с вами общаюсь, я часто слышу от вас слово «пусть мой народ решит», «я доверяю народу», «мой народ». Знаете, вот это слово «народ», оно сегодня так часто употребляется не очень добросовестными политиками, такая идет эксплуатация этой темы. Я верю, когда вы это говорите. Я верю, потому что ваше начало как политика, оно было там в окопах с народом. Ну, еще раньше, когда вы выросли среди этого народа. Вот. Я верю, что вы действительно доверяете своему народу в его благоразумии. На самом деле, когда говорят, боятся такой вольницы кавказской, кавказские народы достаточно благоразумны. Сегодня вы приняли такое решение по референдуму. Вот прежде чем я спрошу о референдуме, вот завершая наше интервью, я прошу ответить вас на несколько таких очень личных вопросов. Вы все-таки начинали с великим для Абхазии политиком, это вот Владиславом Артином. Вы ощущаете некую преемственность вот с тем курсом, с теми какими-то позициями, с той дерзостью политической, которая была у Артина? Насколько эта преемственность оттуда жива в вас? Что лично ваше, а что вы все-таки стараетесь оттуда передать немножко того, что вы когда-то начинали вместе с первым вот лидером, с первым президентом Абхазии? Знаете, очень трудно сравнить себя, например, с Владиславом Григорьевичем. Хотя... Не сравнить. А какую вы держите цепь эту? Вы ее вот протягиваете оттуда? Вот ни в коем случае не сравнить. Вы такой, вы Хаджанба, он Артиба. У вас другая история, у вас другой период исторический. Не менее решительный сегодня, чем... Я думаю, что важно то, что нас связывает, это готовность довести начатое дело до конца. Я не сомневаюсь в том, что вот все, что мы ставим перед собой, это было целью и Владислава. И раз человек, назвавший меня своим преемником когда-то, не хотелось бы вот просто уйти с этих позиций ради каких-то, предположим, меркантильных интересов отдельных групп людей или своих собственных интересов. Они не могут присутствовать, когда ты живешь жизнью своего народа. И хочется, чтобы мы смогли решительно доказать, что у нас все получится. Получится. Этого хотел Владислав, и мы обязаны это сделать. Самое главное, что он хотел, чтобы Абхазия была действительно независимой, да? Чтобы она ни у кого ничего не просила, и никому ничего не должна была. Ведь он же ушел, когда с поста, насколько я знаю, он же практически не оставил долгов, да, в Абхазии. Хотя ситуация критическая была, да? Вот ваше желание все-таки вырваться на некий самостоятельный рубеж, наверное, это тоже какая-то преемственность оттуда. Вот поэтому вы не уходили из политики все время, ведь вы ушли с поста вице-президента. Почему? Это смелое решение, на самом деле. Из большой политики второе лицо. Вы когда ушли при... Я не уходил с политики. Я там оставался. И все практически 11 лет моего присутствия вот в жестком таком позиционировании с предыдущими руководителями не говорит о том, что мы были врагами. Просто наши взгляды расходились по многим вопросам. Но я уверен в том, что и у тех, и у других, и у тех, кто сегодня находится во власти вместе со мной, была задача выжить, создать государство. Правда, пути достижения этой цели совершенно, наверное, все-таки разные. И вот эта разность, наверное, заставляет нас совершенно по-другому смотреть друг на друга. А вы уже сформировали должную команду для того, чтобы вот идти так стремительно идти вперед, как вы задумали?
Или она еще на грани, все-таки кого-то вы будете менять, кого-то шлифовать? И готовы ли вы включить в свою команду людей из оппозиции? Здоровая, конструктивная позиция. Готовы ли вы включать их в команду? Процесс формирования команды – это постоянный процесс. Не всегда могут люди находиться на острие этих задач, решения этих задач. Поэтому останавливаться на постоянных кандидатурах было бы неверно. Но никто нас не может упрекнуть в том, что в нашей команде только одни представители политической элиты или тех или иных кругов. Среди нас есть люди, которые представляли собой разные политические силы. Да, вот сегодняшняя оппозиция в той или иной степени, может быть, как-то не попала в наши эти ряды. Но и у нас и представители той политической, как говорится, группы, которую представлял Форум Народного Единства, тоже особо не представлен в нашей, как говорится, части руководства. Это говорит о том, что как раз-таки мы хотим иметь профессионалов, людей, готовых работать. Это не говорит о том, что среди той части людей, среди оппозиции нет таковых. Но просто нужно найти общие точки соприкосновения. Нужно готовить себя к тому, чтобы прийти и начать работать, уступая друг другу, а не заниматься критиканством, не создавать условия постоянного противостояния друг другу. Я надеюсь на то, что придет это понимание, и мы будем вместе работать, будут такие возможности. Власть не будет все время находиться в руках одного человека. Вот, знаете, вопрос кадров – это всегда очень острый вопрос. И мне кажется, насколько я в Москве могу судить, у вас очень богатая диаспора абхазская, очень креативная молодежь, она поступает в хорошие вузы. Мне кажется, что ваше посольство или полпредство все-таки мало занимается отбором все-таки молодежь, понимаете, она могла бы освежить сегодня какие-то потоки, особенно культурные, медийные потоки, это совершенно новые технологии. Насколько вы работаете с этим потенциалом? Все-таки Абхазия, как и все республики, теряем мы наш интеллект, нашу активность молодежную. Насколько у вас есть этот резерв молодежный, насколько вы работаете с уехавшими? К сожалению, мы много говорим, а мало делаем. И это не забота только посольства, это забота всех нас, кто находится во власти. Мы сегодня уже занимаемся подготовкой соответствующих работ, которые будут, я думаю, полезны для самой структуры власти, для государства и для тех молодых людей, которые сегодня находятся за пределами Абхазии. Такая масса ребят не может оставаться в стороне от всех тех процессов, которые происходят в нашей стране. Будет создаваться соответствующая программа действий, и по ним мы будем уже практически формировать кадровый потенциал завтрашнего дня. И в завершении нашего интервью, конечно, не могу не задать вам судьбоносный вопрос, потому что к тому времени, когда интервью выйдет в эфир, 10 июля вас ждет очень серьезная, так сказать, процедура в Абхазии, которая не только для вас серьезна, но и, собственно, абхазский народ еще раз продемонстрирует свое политическое благоразумие и проведет референдум, которым вас многие упрекают, многие удивляются, зачем это нужно было делать в этот курортный сезон. На самом деле в это достаточно такое острое переломное время. Те требования, которые предъявляют им, эти громкие заявления о том, что референдум, переизбрать, коалиционное правительство, наверное, Рауля Хаджинба должны были поймать где-то уходящего на подводной лодке в море со всем бюджетом Абхазии. Да? Что такое сделал Хаджинба для того, чтобы, так сказать, оппозиция так активизировалась и потребовала нового президента и создания там какого-то коалиционного правительства? Где здесь правда, а где здесь некие карьерные амбиции людей, которые, наверное, видят себя большими лидерами? Давайте зерна от плевел отделим. Может, действительно такое страшно? Я тут беседую с вами уже час. А может быть, пора уже переизбирать вас, Рауль Джумбович? Я думаю, что это будет дано такое право нашему народу. И референдум, вне зависимости от тех разговоров, которые я слышу сегодня, есть ли целесообразность его уже проводить? Почему вы пошли на него? Первое. Это очень серьезный вопрос. Вы же могли и не подписывать на это. Это противоречит Конституции. Почему вы пошли на это? Во-первых, чтобы снять то напряжение, которое создавалось. В любом случае, если даже я не подписал бы, это стало бы поводом для того, чтобы поднять шумиху вокруг этой темы.
подписав, наверное, тоже кто-то недоволен тем, что нет повода для каких-то дальнейших разговоров. Ну, находятся другие какие-то темы, которые поднимаются, которыми пытаются манипулировать. Но в любом случае, я сегодня тоже встречался и говорил: ребята, референдум будет. И у каждого человека есть право прийти или не прийти. Или, придя, проголосовать за то или иное действие. Мы же говорим о том, что даже во время выборов значительная часть людей не выходит на эти выборы. И здесь та же самая ситуация. Так что я надеюсь на благоразумие людей, надеюсь на то, что наши люди поймут, что правильно, а что неверно. И хотелось бы, чтобы быстрее мы дошли до взаимного понимания и оппозиции, и власти. Раздражать своими действиями наш народ, я думаю, будет нецелесообразно и не полезно ни для кого. Вы знаете, я вот на самом деле задаю вам этот вопрос, да, вот почему вы подписали. Я, в общем, приблизительно могу догадаться, что вами двигало, да, потому что есть пример вашего предшественника, предыдущего президента, вся проблема которого была, наверное, страх не выйти к народу, когда потребовали, вот, когда народ просто захотел поговорить со своим руководителем, да. И человек почему-то испугался, ведь никто не хотел тогда свергать Анкваба, да? Вот было просто желание, ну, толпы, грубо так по отношению к народу, пришла масса людей. И сказал: выйди, мы хотим поговорить. Ну, президент не вышел. Не знаю, по каким соображениям. Может, это напугало его, что его там растерзают, оскорбят. Я не знаю. Но это, конечно, опрометчивое было решение. Может быть, вами вот этот пример, образ не стоял перед глазами, когда вы принимали решение, честно скажите? Вы знаете, когда вот все эти процессы проходили, вот эти сложные моменты, которые касались не только отдельных личностей, а касались всего нашего народа. Я был в кабинете у Анкваба, я видел. Я не сомневаюсь, возможно, Анкваб вышел бы, но то окружение, которое было там в тот момент, оно сподвигло его к этим действиям. Не выходить к народу, не говорить с ними. И вот это привело к тому процессу, потом, который стал достаточно сложным для всего нашего народа. Ну, а дальнейшие все дела, которые имели место, как бы там кто-то ни представлял, это воля народа, это люди, которые боролись за то, чтобы сохранить эту страну. И причиной всех этих процессов, все прекрасно знают, явилась та практически работа с паспортизацией грузинской части нашего государства, население которое практически имеет гражданство Грузии, живет с паспортами грузинскими. Но мы не стоим на тех путях, когда ставятся задачи, что якобы мы должны выдворить их. Пусть они едут, мол, в Грузию к себе на родину. Ничего подобного. Мы знаем, что они жили здесь, но политические процессы, которые проходили во взаимоотношениях Абхазии и Грузии, привели к тому, что значительная часть этих людей приняла для себя быть гражданами Грузии. И винить их в этом никто не имеет права. Просто нам нужно создать условия для того, чтобы они постепенно переходили бы на наши позиции, адаптировались бы к тем процессам, которые у нас есть. И я тогда больше чем уверен, всего этого не будет. А вот переносить юрисдикцию Грузии на нашу территорию мы никому не позволим. Рауль Джумкович, вы 10-го, я думаю, спокойно проснетесь утром и будете ждать сообщений о том, как благоразумный абхазский народ, который и не такое переносил в своей жизни, выдаст вам еще раз мандат на доверие. Есть у меня такое предчувствие, потому что очень не хотелось бы, чтобы Абхазия, моя дорогая Абхазия, на которую мы все возлагаем огромные надежды, чтобы она осталась в новейшей истории как страна, которая все время фрондирует, меняет президентов, собирается с какими-то акциями, свергает, назначает. Это не есть гражданское общество. Это есть та самая вольница, о которой мы с вами говорили. Мы не Стеньки Разины. Мы очень древний и старый народ,
старый по мудрости, не по духу, который прожил уже тысячелетия на этой земле, который имеет величайшую культуру в основе. И я думаю, что вот те, кто не доверяют своему народу или пытаются манипулировать, эти люди читали плохие книжки или вообще их не читали. И я думаю, что, наконец, это лето пройдет замечательно. Люди встретят туристов, заработают свою копейку, которая позволит им дальше жить. Вы запустите те проекты, которые вы наметили, и Абхазия поплывет не как утлый челн, которому все время латают днище, а поплывет как большой фрегат со множеством парусов, потому что время таких народов, как абхазы, и вообще время Северного Кавказа, оно пришло в мире. Вы знаете, я уверен в том, что наш народ выберет тот единственный правильный путь, который нас приведет к той заветной цели, во имя чего погибали наши тысячи ребят. Мы прошли через горнило сложных процессов в истории становления абхазского народа. Тысячи лет и более абхазский народ выживал. И при этом он не потерял силу духа. Он, несмотря на то, что оставался в очень тяжелейших процессах небольшим по численности народа, но он выдерживал все эти нагрузки. И сегодня та же самая практически ситуация. Есть у нас друзья, есть недруги, есть проблемы, которые есть внутри страны, но они все преодолимы. Преодолимы по одной простой причине. Мы люди, которые хотят жизни. Жизни, которой, наверное, нам всем в полном объеме не доставало. И я уверен в том, что когда мы придем к единству, а оно будет, все эти распри уйдут. Мы станем страной, которую зауважают, с которой будут говорить на совершенно другом языке. И друзей будет больше. И понимающих вокруг нас будет больше. Дай Бог. Спасибо. И все, кто нужен вам на этом трудном пути, мы все готовы стать под ваши знамена. Спасибо вам огромное. А тем, кто сегодня хочет затеять очередные политические перетрубации в Абхазии, я советую подойти к той братской могиле, где еще лежат не все опознанные молодые ребята. Подойти и подумать, какой ценой была завоевана абхазская государственность. И пусть их политический пыл чуть-чуть будет умереннее и разумнее. Спасибо. Спасибо вам огромное. Спасибо. Если и что... вам спасибо. Спасибо.